удачи, с вами София, и сегодня я снимаю свое видео под названием «Книжная обходка». В этой книжной обходке я расскажу вам про книги, и сегодня мы будем обсуждать фэнтези и одну необычную книгу. В каждом выпуске я буду рассказывать про один именно тип, который мне нравится, про который я сегодня вам расскажу, и одну очень интересную книгу. Итак, поехали. На эту фигню не обращайте, это у меня отвалилось из картины. В общем, начнем мы с великого поэта современного Юрия Никитина. Это книга «Семеро тайн». Тут рассказывается про фокусника, то, что он там натворил, то, что он исправил. Очень прикольная книжка, советую вам почитать. Взяла я в библиотеке, купила ее в Москве, когда как раз уже в Египет ездила. Очень прикольная книга, я обожаю такие книги. Они очень такие познавательные. Фэнтези — это самая моя любимая книга, я ее очень люблю. Следующая книга называется «Изгой». Все, наверное, фильм смотрели «Изгой», про человека, как он жил на острове. Это почти что то же самое, только это происходит уже в древних веках. Он жил не на острове, он жил на острове. What the fuck? Ну, он жил на острове с пиратами, но это был не совсем остров, это была просто гурьба песка со скалами, вот он там жил, выживал. В общем, тоже интересная книга. Я сейчас это не дочитала, я повисла на этой книге. Даниэль Дефо, Робинзона Крузо. Очень прикольная книжка, я вам советую почитать, она мне вообще понравилась. Тут 315 страниц, я все не дочитала. Короче, я сделала себе закладку из расчески, я просто вообще... И моя любимая книга «Инвагар и Ольха». «Инвагар и Ольха» я уже дочитала. Это роман фэнтези. Это роман фэнтези. Тут рассказывается про Инвагара. Это он сын у князя Романа. Ну, знаете, род Романовых. Вот, это у него сын Инвагар. Он полюбил девушку, простолюдину. Он полюбил эту девушку, и так вот, и у них связался роман, потом они прекращают войну, и все такое. Это мне очень книга нравится. Тут 500 с чем-то страниц, тут имеется 4 главы, тут у нас имеется в книге Робинзона Крузо имеется только 3 главы, основных главы, в «Изгое» у нас имеется 5 глав, так как эта книга большая, в ней более 400 страниц. В другой книге «Семеро тайн» у нас имеется минимум тоже 3 главы, так как книга имеет больше глав, чем у Робинзона Крузо. И сейчас мы поговорим о ключевой книге. Ключевая книга «Основа искусства речи». Один раз, когда я пришла в школу, ну, в общем, у нас был такой день, я встала с левой ноги, как бы вам сказать. Я прочитала эту книгу, и такая уже стала вся солидная дама, миледи, сеньорита, сеньора, я просто не знаю, мне вообще очень эта книга понравилась, советую вам прочитать. Это книга о науке убеждать. Тут рассказывается Тут рассказывается об основе светской этики, рассказывается, как нужно себя вести перед гостями, у себя дома, на улице, с друзьями, с коллегами, с родителями и так далее. Эта книга мне больше всех нравится, я люблю такие книги. Есть упражнения в интонациях, то есть вы, как бы сказать, соревнуйтесь с другими в интонации. Тут есть автор очень хороший, Поль Сопер. Поль Сопер есть и писал другие книги, только он писал детективы. Детективы, жанр такого вот у него. Детективы, фантастика, но он фэнтези не писал, он писал только фантастика. Есть тут речь и по микрофону, образцы речи, алфавитный справочник, оригинальность, задания, критические замечания. Критические замечания в основном делают нам в школе, и поэтому эта книга очень хорошая, советую вам почитать. Ну, надеюсь, выпуск вам понравился. Это мое первое видео. Прошу, не кидайте меня тапками. С вами была София. Всем пока-пока. Удачи!